Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Старшеклассники, а также выпускники школ и СУЗов уже сегодня необходимо задуматься о выборе профессии будущей, соответственно, о поступлении на дальнейшую учебу. Сегодня мы поговорим о высших учебных заведениях, где готовят специалистов для системы министерства по чрезвычайным ситуациям. Наша гостья в студии Надежда Макарова, старший инспектор отдела подбора и расстановки кадров и профессионального обучения МЧС России по Республике Саха. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, выпускники школ 2026 года, вот мы немножко пропустили сверху, уже начали задумываться. И многие из них хотят поступить в МЧС. Вот скажите, есть ли учебные заведения, которые готовят специалистов МЧС у нас в России? Конечно, в системе МЧС России есть высшие учебные заведения, которые готовят специалистов по направлениям как пожарная безопасность, техносферная безопасность, защита в ЧС, государственное и муниципальное управление, а также другие. По таким специальностям готовят специалистов по всей России, начиная от Москвы до Владивостока. Это у нас Академия государственной противопожарной службы, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы, Уральский институт. Я, кстати, являюсь выпускницей данного заведения. Далее у нас идет Ивановский пожарно-спасательная академия, в городе Иваново находится, а также Сибирская пожарно-спасательная академия в городе Железногорск. И, соответственно, то подразделение, которое мы курируем в городе Владивостоке, это у нас Дальневосточная пожарно-спасательная академия, филиал Санкт-Петербургского университета. А вот есть ли какие-то особые требования к кандидатам для поступления в вузы МЧС России? Да, такие требования существуют. В первую очередь кандидат должен быть гражданином Российской Федерации. Далее он не должен не иметь двойного гражданства, а также должен быть годен по состоянию здоровья и не иметь судимости. Ну, немного, на самом деле. А что по поводу физической подготовки? Ну, особенные навыки? конечно, это просто критерии были. При поступлении там очень много нюансов. А вот как осуществляется набор абитуриентов в учебные заведения системы МЧС России? Вот как раз-таки ежегодно у нас в Главном управлении МЧС России по Республике Саха-Якутия выделяются бюджетные места в учебных заведениях. На будущий год, в 2026 году, выделены бюджетные места в городе Владивосток, Дальневосточная пожарно-спасательная академия. Это у нас филиал питерский. В данном направлении по специальности техносферная безопасность. Срок обучения 4 года, очная, бакалавриат. Гражданин, желающий поступить в данном заведении, должен иметь возраст не менее 17 лет и не старше 30 лет в год поступления. Ну и вот как раз-таки подошли к тому, что нужно сдать кандидату при поступлении. Для определения состояния здоровья и профессионально-психологических качеств нужно пройти военно-врачебную комиссию и психологическое тестирование в городе Якутске. Комиссию врачебную проходят в поликлинике МВД, также в Якутске. А также для определения физического состояния кандидат должен пройти некоторые нормативы по физической подготовке. В нее входит для юношей у нас это сдача 3 километра, 100-метровка, челночный бег и подтягивание. Желательно более 8 раз. А для девочек у нас более упрощенный вариант. Это у нас бег 1 километр, 100-метровка. Далее у нас идет челночный бег и комплекс силовых упражнений. Это у нас пресс и отжимания. Я бы еще хотела отметить, что работа с кандидатами, именно не достигшие 18 лет, обязательно в сопровождении законного представителя. То есть с родителями нужно подходить. А какие ЕГЭ должен сдать выпускник? По специальности техносферная безопасность, именно в нашей Академии Дальневосточной пожарно-спасательной, нужно уже выбрать сейчас предметы по ЕГЭ. Это у нас русский язык, математика обязательно профильная. Это самые главные предметы у нас. И далее по выбору у нас идет физика, химия и также информатика. Ну и помимо всех этих экзаменов, там же в городе Владивостоке повторно все это психологическое тестирование, физические подготовки, вот это тоже дублируется, да, еще раз сдают они. Да. А вот как осуществляется поступление в вузы МЧС России на базе диплома уже о среднем профессиональном образовании?
Так, такие выпускники, они предоставляют свой диплом о завершении среднего профессионального образования. И также, как и все кандидаты, сдают экзамены в высшем учебном заведении. Далее у них предметы будут такие, как основа организации пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ. Далее у нас еще основы профилактики пожаров и русский язык. Мгм. И вот уже при поступлении кандидатов, да, в учебные заведения России, вот что их ожидает, тут немножко поподробнее. Ой, после того, как кандидат поступит в учебное заведение, он автоматически становится курсантом, и ему присваивается первое специальное звание — рядовой внутренней службы. Далее у нас, ну это, так скажем, выгодные условия, да? Обязательно предоставляется проживание в общежитии на весь период обучения. Далее у нас будет стаж работы, начисляется с первого курса. Выслуга лет будет считаться как за год-полтора. Бесплатное трехразовое питание. Дальше выплачивается ежемесячное денежное довольствие, а также, если будут положительные оценки, то даже будут дополнительные премирования для курсанта. Далее у нас еще предоставление форменной одежды сотрудникам МЧС России, как у меня получается, у него их предоставляются. И также предоставляется зимний и летний каникулярный отпуск. Зимний период — это у нас обычно под Новый год, 14 календарных дней предоставляют. Летний период обычно у нас будет месяц июль. Летний отпуск будет еще выплачен, проезд с багажом туда и обратно. Мгм. Ну, скорее всего, да, вот по состоянию на последний год, насколько такой очень конкурентный у них там набор, спрос, скажем так, Ну, на одно место сколько? На одно место тут нелегко попасть. Да. Очень много заданий, которые нужно предоставить, выполнить. К сожалению, в последние времена наша молодежь по состоянию здоровья в основном не могут пройти военно-врачебную комиссию. Поэтому нужно заранее уже подготовить свое здоровье, пролечиться, так скажем, и быть физически подготовленным. Ну, конкурс есть все-таки, да, и он большой. Конечно, конкурс есть, желающих много. Как раз-таки вот мы пришли, чтобы призвать вас к поступлению в наших высших учебных заведениях. А вот после окончания, да, уже учебного заведения трудоустраивается ли выпускник? Как-то ему способствует вуз? Конечно. Я бы еще хотела отметить, при завершении учебного заведения у него присваивается звание лейтенант внутренней службы. Это уже офицерское звание, погоны офицеры будут. Ну и по окончании учебного заведения наше Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия 100% трудоустраивает своего выпускника. И помимо того, что он предоставляет место работы, будет еще хождение в должность выпускника учебного заведения. Берется на особый контроль. За выпускником в обязательном порядке закрепляется наставник. По прибытии выпускника на территорию республики ему выплачивается подъемное пособие. Помимо этого, хочется обратить внимание, то, что выслуга лет у него начинается с самого первого дня, 1 сентября 2026 года, если он поступит в следующем году. И на протяжении 4 лет у него уже накапливается вот эти стаж. Ну что ж, и как вы сказали, что вы пришли для того, чтобы их призвать, да, сейчас вы можете очень подробно рассказать, куда и в какие сроки необходимо обратиться, да, где получить консультацию, какие документы нужны. Приемная кампания на 2026 год уже начата. Нужно уже в ближайшее время подойти в наше подразделение. Они находятся по всей республике, во всех районах. Можете обратиться в Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия. Можно обратиться по адресу Кальвица 16/2, 3-й подъезд, 2-й этаж, кабинет 201 либо 204, а также контактные телефоны 507 724 507 725. Ну и также нужно обратить внимание то, что там вступительные испытания в учебных заведениях проводятся уже в середине июля.
нужно до этого нам подготовить личное дело, пройти вот комиссию, тестирование. Очень много нюансов, что нужно успеть. Поэтому желательно уже сейчас сподхватиться, начать уже поспрашивать, собирать информацию. Можете даже ознакомиться еще на нашем официальном сайте. В поисковике просто вбиваете МЧС России по Республике Саха-Якутия. Там будет раздел трудоустройства и обучения. Даже там у нас есть подробный видеоролик насчет учебного заведения. Можно наглядно там посмотреть эту военную романтику в наших заведениях. А какие-то конкретные сроки, наверное, есть приема документов и обращения к вам? Ну, самый крайний срок — это до 15 апреля следующего года нужно подойти. Мгм. Ну что ж, Надежда Ивановна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Не за что. Спасибо вам. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.